Здравствуйте. На НТС, как всегда, по воскресеньям итоги недели. В студии Мирджан Балыбаев. Наши журналисты подробно расскажут вам о самых заметных событиях недели. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Учеба в 3 смены, по 50 человек в классе. Университет, который не смог стать национальной гордостью. И недооцененные профтехлицеи. Президент ознакомился с состоянием учебных заведений. Достоин ли Национальный университет славы флагмана не на словах, а на деле? К сожалению, оказалось, что дела обстоят не очень хорошо. Учебные корпуса находятся в плохом состоянии. Низок уровень технического оснащения. Каковы предварительные итоги антикоррупционной войны, объявленной год назад? Кого из коррупционеров наказали, а кого никак не желают замечать? Младший брат Матраимова находится в очередном трудовом отпуске. Таким образом, он и дополнительно, я имею в виду, даже если сильно захочет, не сможет повлиять на проведение проверочных мероприятий. Об итогах года отчитался и министр внутренних дел. Милиция по-прежнему под шквалом общественной критики. Чтобы пройти к Джугуркине, стать депутатом, их проверяют. Значит, стали депутатом, наш информационный центр, значит, отношения к них не имеет никаких компрометирующих материалов. Если сегодня не строить школы, то завтра придется строить тюрьмы. Эти слова Отто фон Бисмарк сказал в XIX веке. Сейчас, конечно, в количественном отношении ситуация со школами не столь критична, как во времена железного канцлера. В Кыргызстане действует более 2200 школ, но их все равно не хватает. На уходящей неделе президент Сооронбай Жээнбеков лично ознакомился с состоянием некоторых школ Бишкека. В так называемых статусных учебных заведениях учатся в 3 смены по 50 человек в каждом классе, в то время как в других столичных школах наблюдается недобор учеников. В целом нехватка школ ощущается не только в столице. Зато высших учебных заведений у нас более чем достаточно. 52 различных университетов, институтов и академий. В случае с вузами есть проблема с качеством образования. Ректоры озабочены только одним – набрать как можно больше студентов. При этом руководство университетов не волнует будущее их выпускников. Уже не один десяток лет в стране наблюдается переизбыток дипломированных экономистов, юристов и менеджеров. Их качество – тема для отдельного разговора. Некоторые генералы, депутаты, министры и другие шоферы получают дипломы, ни разу не переступив порога аудитории. После визита в школы президент побывал в Национальном университете и высказался о сегодняшнем состоянии когда-то флагмана вузовского образования Кыргызстана. Между тем, проблема не только в нехватке средств на ремонт и строительство зданий. Упал престиж профессии педагога и, прежде всего, школьных учителей. Их нещадно эксплуатируют во время выборов. Их заставляют подметать улицы перед приездом больших чиновников из столицы. Но бесплатные квартиры от государства достаются только милиционерам и военным. Тут вспоминается изречение уже другого деятеля XIX века о том, что плохо платят учителям там, где всегда остаются учениками. В 3 смены, по коридорам только по правой стороне и строго друг за другом. За партой по 2, но очень тесно. Так обучаются дети в некоторых столичных школах в наши дни. Проблема старая и причина ее очевидная – внутренняя миграция. Бишкек перенаселен, детей стало в разы больше. А вот инфраструктура системы образования осталась рассчитанной на те же 500 тысяч граждан, как когда-то было во Фрунзе. Качество образования – вот что сегодня было в центре внимания главы государства. А получать глубокие знания в условиях, когда в классе более 50 человек, довольно трудно. Как ни странно, самые переполненные школы выпускают ребят с хорошими знаниями. Парадокс. Но зависимость как раз-таки прямая. Там, где лучше учат, туда и стремятся. Одна из таких школ – 12-я. Сооронбаю Жээнбекову наглядно показали, как обстоят дела в столичном учебном комплексе и рассказали о трудностях размещения. В классе 50, сидят сейчас 49. 50, да, в классе? Да, многовато. Тесновато, да? Сейчас построим новую школу, да? Других проблем, кстати, у этого столичного заведения нет. Дети, кроме получения знаний, живут активной жизнью, становятся призерами олимпиад, в том числе за рубежом. Выпускники поступают в вузы, умудряются развиваться всесторонне, ходят в кружки и секции. И это не
несмотря на то, что развернуться особо негде. Здание 1962 года постройки, 4 этажа, рассчитано на 850 детей. А учатся здесь сегодня в 4 раза больше – 3500 учеников. Уроки физкультуры, столь необходимые для любого ребенка, чтобы размять спинку, ознакомиться с правилами самых популярных в мире игр, таких как футбол, волейбол, баскетбол, просто негде. Спортзал маленький, так что особо не разбежаться. Вот только этот спортзал. Маленький, да, спортзал. Поэтому вот, было бы замечательно, чтобы, если начальная школа нам в пристройку приедет, чтобы был дополнительный спортзал. Переполненных школ сегодня в столице около 25, в критическом состоянии 5. Сложнее всего дела обстоят в 29-й гимназии. Построенной в 1953 году, она должна принимать не более 500 учеников. Сегодня там учатся 3636 детей. Переуплотненность на 627%. Не лучше дела в 24-й школе. На 630 мест уместили 2939 детей. 12-я на 3-м месте. Следом 13-я гимназия. Одна из старейших школ столицы. 1938 года постройки. 3217 учащихся распределены в 3 смены. Ну и в подобном же положении школа номер 16. И на фоне этих гигантов есть школы, где недобор учеников. С коэффициентом укомплектованности в минус 34% действует школа номер 14. Школа 39 может вместить 1400, а принимает сегодня 825 ребят. Минус 40%. Сбалансировать количество учеников и вывести уровень подготовки во всех школах на одинаково качественный уровень, поручил глава государства, чтобы учиться хотели везде. Ну и срочно взяться за расширение. Пристройки к 12 и 69 появятся уже в этом году. Источники финансирования определены. Этот вопрос стоит у меня на особом контроле. В прошлом году был открыт специальный счет, куда перечисляются деньги от борьбы с коррупцией. Эти средства будут направлены на строительство школ в Бишкеке и Чуйской области. Мэрии города Бишкек и Министерство образования и науки уже поручили сделать анализ по школам. В районах, где ощущается нехватка школ, построим новые. В переукомплектованных школах будут построены дополнительные корпуса. Всего в городе 97 муниципальных и 1 республиканская школа. В целом в городе не хватает около 25 учебных объектов. Пара десятков требует капитального ремонта. Есть и те, что нужно просто заново отстроить. Проекты по пристройкам для некоторых переполненных школ уже готовы, в том числе и для 12-й. Стройка равняется примерно 2000 квадратных метров. Количество учеников увеличивается на 550 мест. И если будет 2 смены, то еще плюсом 1100 детей может обучаться. Проектная стоимость со спортивным залом будет 85 миллионов, без спортивного зала будет 67. Но точная сумма будет определена после тендера. Следующим местом посещения главы государства стал профессионально-технический лицей номер 98. Сегодня там готовят специалистов в сфере информационных технологий, телекоммуникаций. По договору с Минтруда и соцразвития переобучают безработных и молодежь из регионов. Для нужд МВД переподготавливают для них работников по обеспечению пожарной безопасности и IT-специалистов. Занятия, отметил глава государства, идут интересно, но в ПТУ поступает всего 30% всех выпускников. Сегодня, подчеркнул президент, рабочие специальности особенно в цене. Спрос на специалистов, обученных строительному, монтажному делу, швейным, сварочным, сантехническим навыкам и, конечно же, умением в сфере интернет-обслуживания как никогда велик. Прежде всего, за границей. Сегодняшняя задача государства – развивать экономику, а это возможно только при создании производства, где во главе угла умелые профессионалы с золотыми руками. Мы должны поменять отношение к профессионально-техническим учебным заведениям. Сегодня, в век новых технологий и быстрых изменений, чтобы молодежь нашла свое место в жизни, требуется быстро освоить профессию. Профтехучилища имеют возможность готовить именно таких специалистов, которые востребованы на рынке труда и являются конкурентоспособными. Поэтому этот сектор в сфере подготовки специалистов мы должны активно распространять по всей стране. Но стремление человека к получению высшего образования все так же велико. Один из старейших вузов республики, Кыргызский национальный университет, сегодня, к сожалению, несколько растерял свой былой престиж. Появились сильные конкуренты. Потому руководству следует взяться за реформы. Как, впрочем, и по всей системе образования тоже. В этом году на эту сферу было направлено рекордное количество средств из бюджета – более 20%. А качество образования падает, заключил президент.
У 1,5 миллиона экономически активных людей нет профессионального образования. Наши граждане работают вне пределов страны на низкоквалифицированных работах. В прошлом году молодых людей, бросивших школу после 9 класса и нигде дальше не обучавшихся, перевалило за 7 тысяч. Необходимы подобные обучающие курсы, нужные стране и привлекающие молодежь. Ведь сейчас большинство молодежи, закончившие вузы, не могут устроиться на работу по полученной специальности. Вузы не могут правильно прогнозировать спрос на рынке труда. При этом сегодня почти не готовят специалистов для горнодобывающей промышленности, энергетики, перерабатывающей отрасли. Зато переизбыток дипломированных юристов и экономистов. Во всем мире давно активно применяется дистанционное образование, краткосрочные обучающие программы. Ведь рынок труда быстро меняется, и наша система образования также должна лавировать, чтобы граждане не остались без средств к существованию. Принципиально важным и неизменным останется позиция государства и в языковом вопросе. Обучение госязыку должно быть более эффективным и продвинутым. Ну а русский в Кыргызстане сохранит статус официального, заверил Сооронбай Жээнбеков. Наши граждане должны знать государственный, официальный и один из мировых языков. Освоение всеми гражданами госязыка мы считаем вопросом государственного уровня. Во всех странах такое отношение к государственному языку. В Кыргызстане русский язык официальный. Его статус останется и не будет меняться. Это нужно в первую очередь нам самим. Но качественное образование, отметил президент, невозможно, если в этой сфере процветает коррупция. Это некомпетентные врачи, которые не в состоянии помочь больным. Это безграмотные учителя, которые ничему не научат поколение. Это бестолковые чиновники, при которых государство придет в упадок. Я сегодня пришел сюда, чтобы своими глазами увидеть, как на деле обстоят дела в вашем учебном заведении. Достоин ли Национальный университет славы флагмана не на словах, а на деле? К сожалению, оказалось, что дела обстоят не очень хорошо. Учебные корпуса находятся в плохом состоянии. Низок уровень технического оснащения. Почему хорошие дела в некоторых других вузах нельзя делать и в Национальном университете? Кто или что мешает, чтобы добиться успеха, которого достигли университеты, находящиеся не только в Бишкеке, но и в регионах? Реформы здесь не проводятся уже долгое время. Для исправления положения дел к лучшему потребуется время. Поэтому мы хотим еще раз оказать вам доверие. Ректор Канат Садыков признает, что не все обстоит в университете, как хотелось бы, но упираются эти проблемы в финансирование. 8 корпусов, не считая общежитий, построенных в середине прошлого века, требуют денег. Интерьеры впрямь обветшали. Убогие и неуютные аудитории едва ли могут потягаться с теми, что имеются в других известных вузах республики. И это при том, что это один из самых крупных университетов, где стоимость за контракт варьируется от 32 до 40 тысяч в год. Ну а на бюджете учатся чуть более 2000 человек. Определенная зависимость от финансирования бюджетных факультетов. Именно эти факультеты, которые требуют больших вливаний и куда уделяется бюджет государства, выделяются средства в небольшом объеме. Честно признаться, 26,5 тысяч сомов на годичное обучение студента-химика. Если мы разобьем эти 26 тысяч сомов хотя бы на 10 месяцев, то получим, что в месяц он оплачивает государство оплачивает 2600 сомов. Таким образом, сегодня глава государства совершил некое турне по объектам системы образования. Прежде всего посетил, конечно, те школы, где наблюдается переполненность, и воочию увидел, как много детей обучается в некоторых классах. Далее посетил один из профессиональных технических лицеев. Кстати говоря, сделал акцент на том, что именно это образование следует сейчас развивать. Ну и последним пунктом его сегодняшнего турне стал Кыргызский национальный университет. Сегодня в нем обучается более 18 тысяч человек. Ну и, конечно же, он по-прежнему остается одним из самых популярных, но, к сожалению, уже не таким престижным. И в этой связи Сооронбай Жээнбеков отметил, что сегодня первая задача и самая важная задача – это вернуть ему былую славу, так, чтобы он снова стал флагманом кыргызского образования. Елена Яковлева, Урмат Мамбеталиев, НТС. Около 1000 уголовных дел, более 40 высокопоставленных чиновников арестовано. Таковы итоги первого года войны против коррупции. В четверг секретарь Совета Безопасности Дамир Сагынбаев отчитался о проделанной работе в свете решения Совета Безопасности от 8 февраля прошлого года. Год назад президент Сооронбай Жээнбеков назвал воров и взяточников главными врагами государства. Этим пятый глава государства дал всем понять, что будет вести свою самостоятельную политику. Предыдущего президента это сильно расстроило. К тому же начать наказывать мздоимцев решили с расследования проекта модернизации Бишкекской ТЭЦ.
В рамках этого дела на сегодня арестованы 2 экс-премьер-министра, ряд бывших министров, депутаты, экс-руководители энергокомпаний. Кроме расследования махинаций, Советом безопасности была поставлена задача разработать меры по предотвращению коррупции. В частности, усилить проверку доходов и имущества государственных служащих. Какие результаты дает эта компания? Что предпринимает в отношении чиновников, которые официально не занимаются бизнесом, но особо не стараются скрывать свои многомиллионные состояния? Пока нет информации о том, что кого-то наказали за несоответствие его официальных доходов с реальным материальным положением. Аскарбек Шадиев успел продать свое имущество и сбежать за границу еще до предъявления ему официальных обвинений. О богатствах Дюйшенбека Зилалиева стало известно после его ареста. В то же время компетентные органы в упор не замечают очень состоятельных людей, которые всю свою жизнь проработали на госслужбе и по сей день многое себе позволяют. Ровно год прошел с первого заседания Совета безопасности под председательством президента Сооронбая Джейнбекова. 8 февраля прошлого года глава государства официально объявил войну коррупционерам. Курировать ход борьбы поручил Совету безопасности. Много чего за год было сказано и обещано. Итоги всего года подвел секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев. Если вкратце, денег в результате борьбы с коррупционерами на спецсчет, открытый в июле прошлого года, поступило всего 1 миллиард 38 миллионов сомов. Возбуждено всего было 988 уголовных дел в отношении разного ранга чиновников. Тех, в которых фигурировали самые высокопоставленные, можно сказать, первые лица страны, 19 дел. По 9 уже есть решения первых инстанций, еще 10 на стадии передачи их в суд. 82 человека уже услышали от судей свой приговор, 44 под стражей. Из самых громких – это расследование по ТЭЦ по проведению некачественного ремонта и заключению контракта на модернизацию, вопреки интересам государства. В ходе следствия получены достаточные доказательства и предъявлены обвинения Калиеву, Садыкову, Бримкулову, Кадырбаеву, Боркоеву, Омуркулову, Нурлану и Курманбекову. Во время прохождения осенне-зимнего периода было принято неверное решение о демонтаже оборудования химводочистки первой очереди химического цеха ТЭЦа города Бишкек. Последствия данного непродуманного решения мы все увидели в прошлом году зимой. Установлено, что при заключении контракта по модернизации ТЭЦ отсутствовали детальные расчеты выполняемых работ и не было конкретной сметы. Интересы Кыргызской республики не были учтены, когда готовились и подписывались соответствующие контракты. Дело по коррупции при заключении контракта на модернизацию, по которому обвинения предъявлены Сапару Исакову, насчитывает 53 тома. Ну а ущерб интересам страны, о которых отмечается в обвинении, насчитывает 5 миллиардов 439 миллионов сомов, что составляет почти 78 миллионов долларов. Реконструкцию объекта, кстати, проведенную китайской компанией Тибей, провели за 386 миллионов долларов, взятых в кредит. По делу проходит и официальный представитель Тибей в Кыргызстане Мусаджан Макелек. Все, что пока государство смогло материального у фигурантов арестовать, это имущество на 413 миллионов сомов. Между тем в суде уже идут слушания в отношении сразу 2 экс-мэров. 4 уголовных дела в отношении Албека Ибраимова объединены в одно производство. Это уголовное дело по факту заключения контракта по поставку специзделий между ТНК «Дастан» и ОСО «Дастан Инжининг» по завышенным ценам. В результате государству был причинен ущерб на общую сумму 21 миллион 942 тысячи сомов. В порядке информации хотел сказать, что по этому уголовному делу получены прямые доказательства о том, что Ибраимов в своем кабинете, будучи мэром города Бишкек, получал денежные средства в размере 250 тысяч долларов и 20 тысяч долларов, которые были сняты с кассы ОСО «Дастан Инжининг». Остальные 3 эпизода – это связаны с незаконным предоставлением земельных участков на территории города Бишкек общей площадью 5 гектаров. Действия другого экс-городоначальника Кубанычбека Кулматова, напомню, по версии следствия, нанесли ущерб государству в 94 миллиона 884 тысячи сомов. Грантовые средства, которые также поступили в рамках модернизации ТЭЦ, должны были быть направлены на строительство 2 школ в регионах – в Волжской области и в селе Беловодское в Чуйской. В результате вмешательства Кулматова, отмечает следствие, была построена школа в столице, причем за баснословные деньги. В ходе строительства данной школы из республиканского бюджета было также дополнительно получено 104 миллиона сомов.
В результате эту школу построили на сумму, превышающую 230 миллионов сомов. Можно привести примеры, что в самом отдаленном районе, например, на территории Чонгалайского района, аналогичная школа, которая была построена в городе Бишкек, она туда было затрачено около 70 миллионов сомов. Отдельное внимание общественности некоторое время было приковано к задержанию крамчана Ильмиянова. Его обвиняют в получении взятки в $150 тысяч за содействие в положительном исходе дела в отношении иностранной фирмы «Дизель-комплект». Кроме того, что в отношении компании прекратили уголовное дело, был снят арест и на принадлежащие грузовые машины, вследствие чего их удалось быстро вывести с территории Кыргызстана. Но больше всего средств государство получило в результате конфискации имущества осужденного на 10 лет экс-первого вице-премьера Аскарбека Шадиева. В ходе следствия Шадиеву были предъявлены обвинения по факту злоупотребления должностным положением, по факту незаконного пересечения государственной границы и по факту легализации преступных доходов в особенно крупном размере. На все имущество Шадиева было своевременно наложен арест, и в настоящее время конфискованное имущество передано в доход государства на общую сумму 1 миллиард 852 миллиона сомов. Уголовное дело о взятке, полученное прокурором Уланом Чалбаевым, направлено в суд. Его, напомню, взяли с поличным прямо в кабинете при получении $200 тысяч. В суде также и дело в отношении начальника Бишкекского городского департамента регистрации транспортных средств и водительского состава Насира Алмаматова. Видео, где он, сидя в своем кабинете, получает от студентов конверты и складывает их в стол за успешную сдачу экзаменов по вождению, вызвало общественный резонанс. На стадии завершения уголовное дело на экс-замминистра транспорта Джусубалиева, вымогавшего с участника тендера $520 тысяч за победу в конкурсе по строительству участка дороги Эпкин-Дейкан. Немалые средства удалось вернуть в бюджет в результате выявленных недоплат налогов. Только по Росинбанку возмещение составило 1 миллиард 44 миллиона сомов. В результате проведения всех следственных действий было доначислено налогов на общую сумму 1 миллиард 44 миллиона сомов. По уголовному делу, как мы ранее говорили, привлечен к уголовной ответственности Гойкман, один из руководителей Росинбанка. В отношении его имущества наложен арест, и оно уже направлено в суд. Другое уголовное дело – это в отношении Осояхана. Это касается уклонения от уплаты таможенных платежей на общую сумму 166 миллионов сомов. По этому уголовному делу был задержан бывший руководитель Северной таможни Айбашев, а также по уголовному делу предъявлено обвинение бывшему председателю таможенной службы Адамкулу Джунусову и другим представителям таможенной службы и предпринимателям. Впрочем, есть еще один чиновник, о котором Дамир Сагымбаев не упомянул, но о нем напомнили журналисты. Раим Матраимов, экс-заместитель председателя таможни. Бывший чиновник, так как, несмотря на решение суда в его пользу, но еще пока не восстановился в должности, он имеет неоднозначную в народе репутацию из-за количества и масштабов его имущества. Исходя из размеров зарплаты госслужащего, появление такого добра едва ли можно объяснить. ГСБ проверку наконец инициировала, однако будет ли она проведена объективно, задавались вопросом журналисты, если в финполиции работает родной брат Раима Матраимова. Его младший брат действительно занимает, я имею в виду приблизительно на протяжении последних 2 лет должность начальника службы собственной безопасности Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Служба собственной безопасности, она не занимается проверкой информации в отношении каких-то других людей. Она занимается только выявлением каких-либо нарушений законности, проявленных в ходе действия самими сотрудниками финансовой полиции. Кроме того, хотел отметить, что по нашей информации в настоящее время младший брат Матраимова находится в очередном трудовом отпуске. Таким образом, он и дополнительно, я имею в виду, даже если сильно захочет, не сможет повлиять на проведение проверочных мероприятий. На фоне озвученных Сагымбаевым итогов уголовных расследований по той же ТЭЦ, историческому музею и прочим коррупционным скандалам, по которым привлечены к ответственности бывшие премьеры, мэры и министры, работавшие при бывшем президенте, журналисты поинтересовались, нет ли перспективы и у Алмазбека Атамбаева быть привлеченным по тем же уголовным делам. Есть многие уголовные дела, по которым проходят высшие политические должности, бывшие я имею в виду. И не исключаю, что в ходе следствия или в ходе судебных прений, в ходе судебного рассмотрения могут появиться какие-то показания.
мы никогда не можем исключать, что обвиняемый либо подсудимый может дать какие-то показания. Если эти показания будут, то, соответственно, будут возбуждаться уголовные дела и проводиться соответствующие следственные действия с учетом того, что Джоур Кенеш примет какие-то законодательные акты, связанные с презумпцией. То есть на данный момент пока таких показаний нету. Работа по тотальному демонтажу коррупции на всех уровнях в государственных органах продолжится, подчеркнул Сагымбаев. Спецсчет будет пополняться. Имеющиеся на нем деньги уже решено направлять на строительство социальных объектов, таких как школы и больницы. Возведение некоторых из них начнется уже в этом году. Елена Яковлева, Алтынбек Анабекулу, НТС. На этой неделе об итогах прошлого года рассказал журналистам и министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев. В 2018-м за различные нарушения из МВД было уволено более 200 сотрудников. Возбуждено около 70 уголовных дел. Тем не менее, недовольных работой органов внутренних дел меньше не становится. Минувший январь выдался особенно богатым на милицейские дела. Ребенок и женщина погибли под машинами сотрудников МВД. Нескольких задержали при получении взятки. Еще одного подозревают в изнасиловании. Стражи порядка попытались не заметить перестрелку под Токмаком. Но после вмешательства журналистов милиция была вынуждена признать этот факт. И это только те случаи, о которых стало известно. И только потому, что произошли они в Бишкеке или неподалеку от столицы. Что творится в регионах страны, хорошо знают их жители. О необходимости реформирования милиции говорят уже давно, но попытки изменить что-то результатов не дают. Нельзя сказать, что сотрудники МВД поголовно берут взятки, подвергают задержанных пыткам или ездят за рулем пьяными. Но пока не будет ликвидирована система, при которой милиция больше ориентирована на обслуживание власти, нежели на служение обществу, органы внутренних дел таки будут биты со всех сторон. В большинстве случаев милицию воспринимают как карателей, а не как защитников. Многие идут работать в МВД для того, чтобы получить хоть и небольшую, но власть и иммунитет, которые дают служебное удостоверение и мундир. Порядка 60 аккредитованных СМИ, телеканалов, газет, информагентств и час общения с главой МВД в формате вопрос-ответ. Именно столько времени выделили журналистам на самые важные, по мнению представителей прессы, вопросы. Еще 15 минут ушло на отчет Кашкара Джунушалиева. Сколько произошло ДТП в 2018 году, сколько погибло, чем запомнилась работа Министерства внутренних дел. Впрочем, журналисты ждали с нетерпением, когда до них дойдет очередь задавать вопросы. Один из самых частых – дело об убийстве Камилы Дуйшибаевой. Ответить министр поручил своим подчиненным. Ранее журналист Ильнура Алканова говорила о том, что хозяин сауны оговорил Калыбека Салянова, и что он по своей инициативе якобы стер записи. Далее на пресс-конференции она говорила, что в сауне этот же Салянов был с другими женщинами, и они, несмотря на щепетильность своего положения, пришли, дали показания следствию. Вопрос в том, что действительно ли со стороны следователей идет давление на свидетелей, и якобы для того, чтобы они поменяли свои показания. По Ильтубасу и по остальным свидетелям никакого давления со стороны следствия нету, так как Ильтубасу был объявлен в розыск за воспрепятствие следственных действий, чтобы все вопросы ему задать, но ему объявили своевременный розыск. Он скрылся от следствия. В данное время он по нарушению миграции задержан в Соединенных Штатах. В прессу также просочилась информация о том, что по заявлению той же Камилы Дуйшибаевой были осуждены 2 милиционеров, якобы за попытку изнасилования. Перед убийством, получается, они вышли на свободу. Отрабатывалась ли версия причастности тех же милиционеров к убийству Камилы Дуйшибаевой? По данному вопросу уточним и вам ответим. Так, хорошая информация, между прочим. Спасибо, конечно. В январе этого года несколько милиционеров стали фигурантами уголовных дел. Вымогательство, пытки, езда в пьяном виде, изнасилование. 21 января на пересечении бишкекских улиц 7 апреля и Горького столкнулись Мерседес и Тойота. 33-летняя пассажирка Тойоты скончалась на месте. Авария произошла по вине водителя Мерседеса, которым, как оказалось, управлял пьяный сотрудник милиции. Сам он был доставлен
доставлен в больницу. Кто понес наказание, поинтересовали журналисты. Были проведены со службой внутренних расследований все необходимые мероприятия, по результатам которого, начиная от начальника УВД, понесли дисциплинарное взыскание, выговора, строгие выговора, освобождения от занимаемых должностей. 6 человек. Кашкар Джунушалиев пообещал, что этот милиционер также ответит по закону. Если мы сами не будем их ловить, если будем скрывать, то наши ряды не очистятся, сказал он. Обо всех преступлениях, совершенных в своих рядах, МВД оперативно сообщает. Как, например, утром 29 января в селе Новопавловка прямо перед школой на пешеходном переходе насмерть сбили четвероклассника. Автомобиль Audi вылетел на встречную полосу на большой скорости, в то время как мальчишка переходил дорогу по зебре. За рулем оказался старшина патрульно-постовой службы милиции ГУВД Чуйской области. 2 днями ранее уже в селе Новопокровка несколько человек изнасиловали 28-летнюю девушку. Среди подозреваемых 36-летний старшина милиции управления внутренних дел Свердловского района Бишкека. Чуть более месяца назад 3 сотрудников Ленинского РОВД избили молодого человека за торговлю в неположенном виде. Так еще и отобрали у него телефон. Все задержаны. А о перестрелке вблизи города Токмок правоохранительные органы и вовсе узнали от журналистов. По перестрелке, которая произошла в Токмаке, в данное время проводится служебное расследование. По итогам служебного расследования мы дадим вам, какие наказания будут приняты нашим сотрудникам. Тут в данное время следствие идет. В следствии очень много вопросов в отношении и других служб, которые не сообщили своевременно. Сколько же членов ОПГ насчитывается в парламенте? И может ли руководство МВД огласить их список, поинтересовали журналисты. И напомнили Джунушалиеву, что в 2014 году на тот момент министр внутренних дел Абдулдас Уранчиев назвал имена депутатов, которые были причастны к ОПГ. Чтобы пройти в Джугуркине, стать депутатом, их проверяют. Значит, стали депутатом. Наш информационный центр, значит, отношение них не имеет никаких компрометирующих материалов. Значит, заключили журналисты, в Джугурку-Кенеше сейчас нет членов ОПГ. И хотя представители МВД пытались уйти от ответа, вопросы на этом не заканчивались. Вы сказали, что задержаны 7 человек, которые имеют статус в криминальном мире. Вы можете их назвать, кто они и какой статус они имеют? По членам ОПГ, которые имеют определенный статус, на данный момент еще ведутся следственные мероприятия. Следствие идет оглашать преждевременно. Еще один немаловажный вопрос. Кто заинтересован в дестабилизации ситуации в Кыргызстане, поинтересовали журналисты, напомнив об антикитайских митингах, которые прошли в Бишкеке в январе. К тому же накануне министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков заявил, что предварительно уже известно, кто стоит за этими выступлениями. Последние проведенные митинги 7 и 17 в городе Бишкек показывают о том, что эти организации, которые были до этого, например, Капчуро, Харкуры, Жетудуван и так далее, за ними, кто стоит в данное время, мы работаем. По проведенным митингам участникам приняты меры. Тем не менее, задать вопросы успели не все. На возмущение журналистов глава МВД ответил: времени нет, отвечу в письменном виде, и поспешил покинуть зал. Анастасия Соболева, Диас Акимбаев, НТС. И подготовленные ответы давали, господин министр. На этом мы с вами прощаемся. Увидимся в следующее воскресенье. До свидания. Далее смотрите очередной выпуск проекта Джамалбека Джумаева «Мир удивляет».